Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшипшара. Делегация Республики Абхазия во главе с министром иностранных дел Вячеславом Чирикба по приглашению президента Республики Сербской Милорада Додика посетили столицу республики Баня-Луку с официальным визитом. В ходе встречи с президентом Республики Сербской Вячеслав Чирикба выразил убеждение в необходимости укрепления взаимоотношений между народами и странами, отстаивающими свои права и стремящимися к свободному развитию. Приветствуя делегацию из Абхазии, президент Республики Сербской Милорад Додик отметил сходство судеб Абхазии и Республики Сербской. Он выразил большую заинтересованность в установлении дружеских отношений с Республикой Абхазия и указал на необходимость определения путей совместного сотрудничества наших стран. В завершении встречи, которая прошла в дружеской обстановке, Вячеслав Чирикба пригласил президента Республики Сербской посетить Абхазию с официальным визитом. Приглашение было с благодарностью принято. Стороны обменялись памятными подарками. По завершении визита делегация Республики Абхазия отбыла на международные переговоры в Женеву. С 1 января 2016 года при таможенном оформлении товаров, ввозимых в Абхазию, будет взиматься налог на добавленную стоимость. Ставка налогов составит 10%. Закон о налоге на добавленную стоимость был принят на заседании сессии парламента Абхазии 30 ноября. Налоговая база для начисления НДС будет определяться как сумма таможенной стоимости товаров и подлежащих уплате таможенной пошлины, акцизов и цен акцизных марок. Участникам внешнеэкономической деятельности возможно будет предоставлена отсрочка по уплате всех таможенных платежей на несколько дней. Дополнительно к этому закону будет установлен перечень, Кабинетом министров будет установлен перечень продовольственных товаров, в отношении которых будет применяться нулевая ставка НДС. И участникам, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, зарегистрированным в Республике Абхазия, для получения отсрочки на следующий год необходимо будет до 25 декабря текущего года представить необходимые документы для получения отсрочки. Это гарантийное письмо банка, свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о регистрации в Министерстве юстиции. Это у нас ежегодно эта форма применяется, форма отсрочки. Просто с введением налога на добавленную стоимость сумма отсрочки у многих организаций увеличится, и им нужно будет заново просто составить гарантийное письмо на следующий 2016 год. Сегодня в нашей программе прямой эфир. Гостью передачи «Открытый вопрос» депутат Народного собрания Сергей Шамба и политолог Лейла Таня. Тема разговора в прямом эфире – международная ситуация вокруг Абхазии. Государственный фонд при Министерстве обороны Китайской Народной Республики обратился с официальной просьбой к президенту Абхазии Раулю Хаджимба направить в КНР делегацию МЧС Абхазии для участия в международном форуме «Военное образование, культура и патриотическое воспитание». Форум пройдет с 19 по 25 апреля 2016 года в китайской провинции Чжэцзян. А тем временем абхазские спасатели получили новые образцы спецодежды для тушения пожаров. Подробности в материале пресс-службы МЧС Абхазии. Российские спасатели передали в дар своим абхазским коллегам 100 комплектов боевой одежды пожарного. По словам руководства МЧС Абхазии, впервые за последние 10 лет наши огнеборцы получили спецодежду нового образца. Новое обмундирование изготовлено из термостойкой ткани, причем даже при температуре свыше 300 градусов она способна весьма эффективно защитить пожарного. Этому в первую очередь способствует теплоизоляционная подкладка курток и брюк, входящих в комплект. Помимо курток и брюк в комплект входят также жилет, подшлемник и специальные перчатки для пожарных. Абхазские спасатели расценивают данную акцию своих российских коллег как еще одно подтверждение тесного боевого братства и как прекрасный подарок в канун нового 2016 года. До Нового года осталось меньше 3 недель. Самое время начать готовиться к празднику. Уже через несколько дней на площади Свободы столицы будет установлена главная новогодняя елка страны. Сама ель, та, что была в прошлые годы, но на этот раз она будет стоять на более высоком подиуме. С новогодним сценарием ознакомилась Рената Шакая.
С 27 декабря по 1 января администрация столицы наметила программу проведения новогодних праздничных мероприятий. В прошлом году в центре Сухума в Центральном парке была установлена главная елка страны, высота которой достигала 20 метров. Там же проходили новогодние представления. Но в этом году главная новогодняя красавица будет радовать жителей и гостей столицы на площади Свободы. Уже с 27 декабря для самых юных жителей столицы начнутся представления. Дед Мороз и Снегурочка поведут хороводы, будут раздавать подарки. А еще предполагаются различные конкурсы. Новогодние елки также будут установлены в центре старого поселка, нового района, в Синопе, Маяке, вокруг которых пройдут новогодние сказочные действия. Также будет там новогодняя ярмарка, будет установлена постоянно сцена. Дети общеобразовательных школ и музыкальных школ, у них отведено время, и с часу до 5, с 27 по 31 они будут выступать. Новогоднюю ночь мы все дома поздравим друг друга, встретим Новый год. И после часу ночи администрация города приглашает всех горожан и не горожан, и гостей, всех приглашает на нашу новогоднюю елку. Будет представление. По традиции, в преддверии Нового года Сухумский государственный русский театр драмы подготовил невероятно интересную сказочную историю для самых маленьких зрителей. «Космоелка» или так называемое новогоднее приключение, в котором дети смогут узнать всех главных персонажей из самых популярных мультипликационных сериалов. Это и Джек Воробей, и Снеговик Олаф, Базз Лайтер, космические пираты и главные персонажи постановки Дед Мороз и Снегурочка. Вся программа должна быть проведена на отлично. Ведь детей не обманешь. Это самый требовательный зритель. Они чувствуют, когда лжешь, когда играешь не совсем искренне. Для детей сложнее работать, зато они отдают больше энергии. Мы спешим на праздник. Каждой встрече будет рад. Приходит огромное количество детей. Спектакли направлены именно на детскую аудиторию. Это не просто детский спектакль, это такое мини-шоу. Ну, в тех условиях, как мы можем это себе позволить. Это не одна какая-то цельная сказка, то есть это такой гибрид персонажей, которые привнесены из разных фильмов, сказок, мультиков. То есть это полюбившиеся персонажи нашим детям, и мы стараемся каждый год предлагать детям новых персонажей. Актеры с нетерпением ждут своих зрителей. Костюмы почти готовы, осталось дело за декорациями. Работа в самом разгаре. Кто-то собирает снеговика, а кто-то космическую ракету. Художник-постановщик. Вот этот наш космолет будет. Он будет залетать, потом будет разворачиваться. Увидеть космоелку можно будет с 25 по 30 декабря и со 2 по 6 января. Новогоднее представление готовится и в Абхазском драматическом театре. Рената Шакая, Саида Гухава, Абхазское телевидение. В Сухуме завершился турнир по домино памяти Алика Курипа. Открытый республиканский турнир по индивидуальному домино проходил в столичной детско-юношеской спортивной школе. В нем приняли участие 36 спортсменов. Призовой фонд турнира составил 25 тысяч рублей. Приз за первое место и 15 тысяч рублей завоевал Алмаз Габуния. На втором месте Даур Мархоли. Он получил денежный приз 12 тысяч и 8 тысяч рублей. Третье место завоевал Константин Шакрыл. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар США 68 рублей 52 копейки, евро 74 рубля 51 копейка. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается пасмурная погода, возможен слабый дождь, температура воздуха ночью 6-8, днем 11-13 градусов, температура морской воды 14 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.